История футбола помнит много имен. Почему-то так сложилось, что почти все эти имена мужские. Сегодня мы разобьем этот стереотип. Девушка, которая играет в футбол, Айдана Отарбаева. С вами Урмат Насыкулов, а это значит, что в эфире программа «Тонус». Будьте с нами. Чего не отнять у нашей героини Айданы Отарбаевой, так это сильная вера в себя. Ведь не черный список учителя по физкультуре, куда ее внесли из-за отсутствия спортивной формы, не отказ первого тренера секции по футболу, куда ее не взяли из-за худобы и маленького роста, не помешали ей прийти к своей мечте – стать футболисткой. Люди, которые идут к своей мечте, имеют особый вид мышления. И с самого детства она была другой, не такой, как все. Когда во дворе девочки играли в куклы, она с мальчиками гоняла мяч, пока коленки не сотрутся. И близкие разделяли с ней ее страсть к футболу. Усиленные занятия на тренировках, упорная работа над собой и природная сообразительность позволили ей стать тем, кем она является сейчас. Сегодня она по праву стала одной из лучших в женском футболе. Сейчас намечается очень интересный матч. Впервые на моей памяти, когда женская команда играет против мужской. Женская сборная играет против команды Джаштык. Давайте посмотрим. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Закончился первый тайм. Женская сборная ведет со счетом 1-0. Сейчас главные тренера дают свои наставления на второй тайм. Давайте посмотрим. Cause this is Africa. Samina mina, waka waka, samina mina, sakarewa. This time for Africa. Матч в целом, думаю, хорошо, но есть моменты, где мы друг друга не понимаем. Команда, в принципе, не сыгранная особо. Поэтому в целом, думаю, хорошо, девочки справляются со своей задачей. Да, сейчас произошла замена защиты. А основной состав, в принципе, остался таким же. А в первом тайме ты забила 1 гол. Как ощущение вообще? В принципе, не скажу, что супер. Извините, мне нужно. Все, ладно. Игра проходит, потом девчонки. Пацанах предупредили, жалеть, нога не пинайте. Видите, они немножко пацаны же как-никак. И не жалеют девчонки. Вот и первую игру по 1-0 проиграл. Вторую игру тоже жалели, видишь. Ошибка вратаря называется. Ну, это сборная девчонка, там 89-й год, 99-й год, а это 2001 год, пацаны. Ну, они тоже предупредил, девчонок не трогать. А в целом как проходит игра? А в целом нормально проходит. Ребята, вот закончился матч. С каким счетом? 2-1. Вы довольны собой? Нет. Нет? А на какой счет вы рассчитывали? 3-2. 3-2, что вы выиграете, да? А тяжело было играть против девушек? Не очень. Не очень? Мы их жалели. Что вам помешало выиграть? Да, они девочки. Жалко их было. Этот матч, я так понимаю, был какой-то подготовочный, да? Да, мы участвуем в первенстве города, играем против мальчиков, потому что женских команд не так много в городе, и приходится нам тренироваться с ними, чтобы получать опыт. Я не знаю, женских? Да. Женских по областям. И внутри Бишкека это по школам, вот там маленькие команды, да, совсем маленькие девочки. Вот, я думаю, с мальчиками тренироваться это огромный плюс, потому что они быстрее, шустрее, и это дает дополнительные какие-то навыки, да.
С нами прекрасная женская команда, называется «Азалия». Мы сейчас хотим спросить у них. Девчонки, есть у вас ровесницы, которые уже в этом возрасте начинают курить, начинают употреблять алкоголь? Вы же тут вкалываете, играете в футбол, да? Что вам спорт дает такого, что вы им занимаетесь? Нам нравится играть в футбол. Мы любим, мы хотим добиться всего хотим, чемпионов мира, чтобы это вся, которые здесь сидят, они могут стать чемпионом мира. Спорт очень сильно закаляет характер. Помимо меня, насчет себя могу сказать, то, что он закалил мне сильный характер. Я очень хочу попасть в сборную, я стремлюсь к этому, я тренируюсь. И вот сейчас у нас игра, прошлую игру мы сыграли 1-0 с мальчиками. Мы очень были рады и, надеюсь, сейчас мы также сыграем. Когда играю, я восхищаюсь футболом. Вот. Мы с детства вот все вот играем в футбол, вот с детства дружим, через пас играем, всех выигрываем вместе. Казалось бы, футбол – это мужской вид спорта, да? Как они относятся к этому? Вы согласны с этим или нет? Мои родители согласны. Мои тоже согласны. Мои тоже Как они согласны. смотрят на это? Нормально, мне папа разрешает, мама тоже. Она меня отпускает во все соревнования за границу. Стали побеждать всех мальчиков, и вот они увидели нашу игру и говорят, занимайся футболом, это хорошо, здоровье там. О! Зеленая травка, солнце светит. Хорошо начало, да? Что ты размечтался? Нужно идти тренироваться. Тем более, что мы вам сейчас покажем редкие кадры с тренировок женской сборной по футболу. Сегодня нам несказанно повезло, потому что сегодня нашим тренером выступит восходящая звезда кыргызского футбола Айдана Оторбаева. Айдана, расскажи, пожалуйста, с чего начинаются у вас тренировки? Ну, наверное, для любого спортсмена тренировка начинается с разминки. Первым делом нам Что вы нужно делаете будет на разминке? пробежаться, Ага. легенькая пробежка, пару кругов. Затем мы приступим к разминке, растяжка, чтобы не получить во время тренировки интенсивной какие-то травмы, не потянуть себе какие-то мышцы. Ну что, приступим? Давайте. Айдана, мы завершили легкую пробежечку. Теперь к чему мы приступаем? Сейчас начинаем с разминки. Нужно будет подтянуться хорошенько. Как я уже до этого сказала, чтобы не получить потом травму. Все начинается с верхней части, то есть с руки, и идет вниз. Первым делом приступаем с рук. Нравится, ну вот я уже, кажется, вам говорила, Роналдо, стиль игры, да. Также центральный игрок мне нравится, ну, от Пирло, что Зидан нравился, стиль игры. То, как он исполняет штрафные, и вообще поведение его на поле. Вот так мы плавно переходим уже на нижнюю часть, да? Нужно растянуть ноги. Квартиры от Эмарк Строй. Это новые коммуникации, современные материалы и технологии, удобная планировка и большая площадь, бесшумные лифты, благоустроенная и охраняемая территория, наружное освещение и утепление фасада, детская площадка, парковочная зона, развитая инфраструктура, безопасность. Эмарк Строй. Мы строим для вас и для ваших детей. Дорогие телезрители, разминочку мы закончили. Айдана сейчас нам покажет какое-то интересное упражнение. Как это называется? Это упражнение называется «Школа», по крайней мере, мы ее так называем. Наверное, с первых дней моих тренировок, это было лет 10 назад, я начинала именно с этого упражнения. Тренер очень часто дает нам это задание для того, чтобы игрок чувствовал мячик. Чувство мяча – это очень важно для футболиста. Без этого, ну, как бы футболист не футболист. Я вам сейчас, или давайте вы мне подкинете мяч, вам нужно будет на уровне моих ног подкидывать мячик, и я буду левый, правый отбивать. Сейчас на правый. Хорошо, давай. Да. Чуть-чуть ниже. Ага. Теперь давайте, Урмат, попробуйте вы. Ну давайте попробуем, почувствуем себя школьниками. Движение, не забывайте движение.
Это не так-то легко, как вам кажется, уважаемые зрители. Вам нужно обязательно попробовать. Ну вот, Айдана, здорово попинали мяч. Теперь к чему мы переходим? Я бы хотела показать вам тактику одного из ударов таких, очень, мне кажется, знаменитых. В основном французы очень хорошо это исполняют. Крученный. Крученный. Есть и два варианта: в ближний, либо в дальний. При крученных ударах лучше мяч штрафной, чтобы исполнялся по краям. Либо это будет правый угол, либо левый, потому что, соответственно, крученный он должен лететь диагонально, да? Разбег должен быть поперек, то есть прямой, без никаких диагональных. При ударе мы бьем вот этим местом, ребром. Да. Не нижний, ребро. Именно вот да, где кость. Ага. При ударе, получается, замахиваемся по диагонали для того, чтобы мяч закрутился. Так как я правша, мы переместились на эту часть поля. Сейчас я тоже постараюсь ударить, как нам показывала Айдана. При ударе вам нужно будет зафиксировать ногу, чтобы она била именно под мяч, для того, чтобы поднять его. Но часть ребра ноги должен касаться середины. И закручивать мяч вам нужно будет вовнутрь. Отлично, для новичка это очень даже хорошо и вообще супер. Я получил комплимент от Айданы на официальных играх, когда вы выезжаете куда-то или кого-то встречаете. Насколько часто ты исполняешь стандарты? Угловые, допустим, штрафные, пенальти? Позиция игры у меня была раньше другая. Я играла левая полузащита. Было время, когда я играла в нападении. Последние 2 года я играю в центре полузащиты. То есть это тот человек, который распасовывает и в то же время очень часто принимает решение именно, кто будет бить, да. И иногда бывает, что я бью. Я не скажу, что я очень часто бью, потому что штрафные это так, я в этом не ас, да, пока что. Но я работаю, надеюсь, что в ближайшее время у меня будет такая ответственность. Тебе нравится их исполнять, да? Да, мне нравится чисто с левой ноги только. То есть я не берусь за все. Айдана, вот мы с тобой размялись, побегали, попинали мяч. В завершении тренировки что вы делаете? Каждую тренировку мы завершаем опять-таки упражнениями. Это пресс, это приседания, отжимания. То есть и нагрузка идет на руки, на живот и на ноги. Дорогие телезрители, не переключайтесь, потому что в следующей части нашей передачи вы узнаете самое интересное об Айдане. Сложился такой стереотип, что если человек профессионально занимается спортом, то у него не хватает времени на другие сферы жизни. Наша героиня, Айдана, уверенно это опровергает, потому что она состоит в сообществе молодых предпринимателей. Пойдемте узнаем, что это такое. Тогда сейчас нужно просто онлайн открыть, с Дарикой сесть, файлы перезаполнить и добавить, Расскажи, пожалуйста, Айдана, что такое Enactus, что за сообщество, чем вы занимаетесь? Enactus – это сообщество молодых студентов, лидеров бизнеса и образования, которые путем силы предпринимательского подхода меняют жизнь людей и делают этот мир более стабильней и лучше. Я представляю сама команду Enactus КРСУ, являюсь капитаном команды. На данный момент какие вы проекты ведете? У нас 3 основных проекта. Бизнес-инкубатор, первый проект, второй проект агробизнес, тепличное хозяйство, очень актуальный. Третий – это киндер-клубы, альтернатива детским частным садикам именно в жилмассивах в регионах. В команде я 2-й год. Капитаном являюсь я с сентября месяца, полгода, грубо говоря. Насколько успешно у тебя получается совмещать вроде бы профессиональную карьеру футболиста и такую активность? Приходится тяжело, на самом деле. Буквально сейчас я прибежала с игры, с матча, да, опоздав на час, на 2.
бывает, что нужно выбирать. И сейчас я тоже нахожусь перед выбором. А почему тебе важно еще заниматься социальной активностью? Для меня важно помогать людям, потому что помогая другим, мне кажется, мы тоже становимся счастливее. И вообще, ну, как без добра, да? Как без улучшения жизни людей, которые живут рядом, находятся с тобой, там, я не знаю, в одном помещении, допустим, да? Живут в твоей стране и вообще в этой планете. кичинекейинде эле ушу кородо ойноп жүргөндө эле ушу кыз балдар менен ойноп эле жалаң эле эркек балдар менен ойночу да ушу топко жакын болчу аябай. Анан ушу топ ойноп эле үйгө жолоп эле ушу кээрелдин кечке ошо эште эле жүрчү да ушу топтун артынан эле кубалап эле. Анан кийин эч качан бир кыздардай болуп курчак кулуна кармап ойногон жок такыр. Сыймыктанам аябайчы. Келген туугандарыма, подружкаларыма, келген кишилердин баарына мактанам. Мына менин кызымдын эмелери, анан кээде тиги жанагы медалдарын эме кылып алып бир жолу атайын өзү жокту эмеге тарттым, таразага тарсам 7 килограмм болуптур. Айдана, традиционно мы начинаем с таких вопросов, как расскажи о себе, как прошло твое детство и о семье немного. Детство прошло, наверное, как и у всех. В принципе, игрушки. Вот до 7 лет я жила, получается, вот в районе Горького Карла Маркса. Поступила в школу. Сестры меня учили, ну, как бы готовили. В основном проводила время с сестрами. 6 сестер, братьев нету. Я 7-я девочка в семье. То есть у нас, так скажем, неполноценная женская футбольная команда. Папа на воротах, остальные 8 с мамой на поле. Да? Что есть в футболе такого, что ты посвящаешь себя этому? Наверное, не только в спорте, а вообще в том деле, в котором ты есть, которым ты занимаешься, должно быть первое и вообще самое очень важное такое, это любовь. То, чем ты занимаешься. Любить, ценить, уважать даже, да. Выходя на поле, я, наверное, забываю о каких-то проблемах, которые есть. Ну, просто кайфую от процесса. Я очень мечтаю попасть в профессиональную команду. Сейчас, на данный момент, я вот с целями, я в последнее время понимаю о том, что цели должны быть очень конкретными. Не просто говорить, что я хочу играть в лучшей команде, да? А поставить, назвать эту команду и поставить какие-то сроки, дедлайны. Сейчас я поставила для себя цель, это Арсенал. Если бы у тебя была возможность пообщаться и поужинать с человеком, который когда-либо жил на этой земле или из ныне живущих, кто бы это был? Я бы обязательно поужинала бы и пообщалась бы с легендарным футболистом. Это Рональдиньо, бразильский игрок, у которого потрясающая техника, и который очень и очень простой игрок. Мне очень хотелось бы получить от него советы, как он до этого дошел и как он улучшал свои навыки именно профессиональной, да, части. Думаю, беседа была бы очень интересной, потому что я вот слежу за ним там в Инстаграме. Весь такой позитивный, очень добрый, занимается благотворительностью, что немаловажно, имея столько денег и при этом не делиться, я думаю, это очень... Ну, это право каждого, но думаю, это классно, когда ты делишься. Вообще счастье, это, наверное, делиться тоже. Айдана, что ты пожелаешь нашим дорогим телезрителям? Хотелось бы призвать вас, друзья, чтобы вы побольше уделяли времени спорту, потому что здоровый дух, здоровая нация. И вообще это очень важно, держать себя в форме. Дорогие друзья, думайте только о хорошем, занимайтесь спортом и будьте всегда в тонусе. Здоровая нация, сильная страна!